В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. В декабре состоялось торжественное открытие 3 комнат психологической разгрузки учителя, которые были подарены на безвозмездной основе педагогическим коллективам школ. Подведение итогов работы профсоюза образования Чеченской Республики. Что сделано за уходящий 2021 и что планирует профсоюз в наступающем году? – 2021 год для профсоюза богат на открытия, а именно на комнаты психологической разгрузки педагогов. Всего открыли 5 комнат, которые на безвозмездной основе педагогическим коллективам подарил профсоюз образования, и на декабрь пришлось аж 3 открытия. К концу года открылись комнаты психологической разгрузки во 2-й школе села Илсхан-Юрт Курчалоевского района, в 1-й школе города Аргун, ну и в средней школе номер 1 в селении Серноводское. Помимо этого, в конце ноября открылась комната и в селении Шами-Юрт. Как сказал во время церемонии торжественных открытий комнат председатель профсоюза образования Даудхан Герзелиев, комната релаксации является уникальным местом, которое способно повлиять на психологическое и физиологическое состояние человека. Под музыку можно подойти, и вот каждый он сидит и просто рисует. Это проявление, выплеск своих негативных эмоций, и также для развития мелкой моторики рук. Стол имеет тоже свою подсветку, можно менять подсветки, можно включить так, чтобы он и моргал, то есть по настроению выбирается. Напряженные ситуации на работе, отдельные трудности во взаимодействии с учениками, родителями приводят к истощению эмоциональных ресурсов педагога. Degi līdzēvīsi dēmumā, un goties pedagogša, tokču bologfiler, Rustāns Elvilom, Lūši tektum, pēc nestrēnieši, tikšāva нисии, Используя различные методики проведения тренингов, в такой комнате психолог школы сможет качественно проводить работу с учителями по их эмоциональной разгрузке, помочь расслабиться, отвлечься от повседневного труда. В прошлом году наша школа попала в проект 500+. И мы всей школьной командой разрабатывали программу развития школы. И тогда еще мы указали у себя одно из мероприятий – это создание комнаты психологической разгрузки. Но мы никак не ожидали, что получим такой щедрый подарок от профсоюза образования Чеченской Республики. Комнаты размещены в просторных помещениях, где созданы уют и условия для одновременного отдыха около 15 учителей. Музыкальная терапия со звуками шума падающей воды, ароматерапия, массажные дорожки, сухой душ и бассейн, аквалампа и другое. Аквалампа, или пузырьковая колонна ее еще также называют, она специализирована также, вроде бы на вид кажется просто пузырьки, а на самом деле специализация какая у нее? Каждый участник вылавливает один шарик, пузырек и от начала сопровождает его до конца. И это идет как массаж для глаз. Актуальность данной работы обусловлена тем, что психологическое выгорание – частая проблема педагогов. Она проявляется нарастающим эмоциональным истощением, которое ведет к личностному дискомфорту специалиста и к серьезному снижению эффективности труда. Поэтому наличие в образовательных учреждениях комнат психологической разгрузки Рейсовет считает необходимым и всячески старается оказать помощь в разрешении вопроса снятия стрессовой ситуации с учителем. Далее по оборудованию это всеми любимое и всем нравится, это массажная накидка. Здесь есть специальный пульт,
И 4 позиции разного вида массажа, то есть начиная от шейных позвонков, да, сверху, и вот полностью до ног. Рустам Мусаев – главный технический инспектор по охране труда и здоровья Рисовета. Рассказывая о назначении комнаты психологической разгрузки, ознакомил участников торжества с функциями комнаты. Наглядно продемонстрировал ее оснащение специальным оборудованием, благотворно воздействующим на нервную систему посредством света, звука, аромата, изображения. Есть вариант с песочной терапией. Вообще посидеть, расслабиться, реабилитироваться и с новыми силами, с новыми эмоциями продолжить свой рабочий день. Учитель находится под постоянной нагрузкой, и от этого случаются и стрессы, и перенапряжение, а наличие в учебном заведении подобной комнаты позволит ему психологически разгрузиться, вернуться к нормальному состоянию, что играет немаловажную роль в его дальнейшей работоспособности. Это такое благо, это такое добро, о котором даже словами не можешь сказать. Здесь так красиво, здесь так все сделано отлично, что глаз радует. Здесь, наверное, когда сядет человек, зайдет в этот кабинет, он почувствует себя свободно, легко. Ему станет весело на душе даже от того, что есть такие люди, которые могут творить это добро. Основные задачи кабинета – это повышение продуктивности и работоспособности сотрудников, предупреждение и устранение последствий стрессовых воздействий после эмоциональных перегрузок, профилактика профессиональных заболеваний. Кабинет открывается на учителя, делает его садающий для кабинета мой. Варикна, сада Иштокш, Шанкатогош, Хаз Солдина, профсоюзов должен В нашей стране немного школ с подобным уголком отдыха, но опыт говорит о том, что результат не заставляет себя долго ждать. Повышается концентрация внимания, снижается количество ошибок при выполнении работы, повышается мотивация персонала, сокращение текучести кадров, а значит предотвращение потерь квалифицированных работников. Все мы прекрасно знаем, насколько на сегодняшний день загружены наши учителя, потому что помимо своей учебной нагрузки учителям приходится делать много другой работы, в том числе бумажной, воспитательной. Все учителя являются еще и классными руководителями. Сегодня в этих непростых условиях, в которых функционируют наши учреждения образования, условиях противодействия даже новой коронавирусной инфекции, иметь возможность для релаксации, иметь вот такую комнату психологической разгрузки, это очень приятно. И сегодня в городе Аргун, открывая комнату психологической разгрузки, мы получаем возможность для улучшения, совершенствования учебно-воспитательной работы, потому что учителя имеют возможность между уроками передохнуть, имеют возможность после уроков отдохнуть, потому что многие учителя, они загружены не только на уроках, многие загружены и после урока, и в домашних условиях. У многих есть свое хозяйство, дети, домашние дела и так далее. И здесь после уроков даже учителя имеют возможность как перевалочный пункт передохнуть, прийти в себя и с новыми силами идти домой. А между уроками тоже отличная возможность отдохнуть. Даутхан Хизирович поблагодарил руководство школы и председателей профсоюзных организаций за заботливое отношение к учителю, выразившееся в тщательно и продуманно подобранном помещении для размещения комнаты, за создание уюта, приобретение штор, соответствующего напольного коврового покрытия. Это 15-я комната по счету. Действительно, вот каждое открытие – это праздник, конечно, и для учителей, для школы, и для нас тоже это приятно. Каждая по-своему, значит говоря, красочно. Вот именно вот сегодня вот эту комнату вот я хотел бы отдельно отметить. Здесь так приятно, так оформлено, значит, все вот в унисон, так вот все играет, гармонирует сегодня все это оборудование так.
В свою очередь, руководители школ тронуты такой заботой профсоюза об учителе и выразили Даутхану Герзелиеву огромную благодарность от имени всех педагогических коллективов. Профсоюз и дальше намерен активно работать в этом направлении, и скоро подобные кабинеты откроются и в других школах нашей республики. Каков порядок оплаты больничного листка, если я работаю в двух местах? Если вы работаете у нескольких работодателей, то порядок оплаты больничного листа по основному месту работы и по внешнему совместительству зависит от того, где вы работали предшествующие 2 года и куда вы, соответственно, представите больничный лист. Так, если в 2 предшествующих календарных годах вы работали у тех же работодателей, что и на момент наступления временной нетрудоспособности, то больничный вам должен оплатить каждый работодатель. Если же в 2 предшествующих календарных годах вы работали у других работодателей, то больничный лист будет оплачивать один из нынешних работодателей по вашему выбору. Если же в 2 предшествующих календарных годах вы работали как у этих, так и у других работодателей, то за оплатой больничного вы можете обратиться либо к каждому нынешнему работодателю, либо к одному из них по вашему выбору. С 1 января 2021 года МРОТ увеличится до 13 890 рублей. Повлечет ли это увеличение заработной платы учителей? В большинстве своем заработная плата работника формируется из нескольких составных частей. Самая главная часть заработной платы – это должностной оклад. Существуют также различные доплаты и повышающие коэффициенты от должностного оклада. Все выплаты вместе образуют заработную плату. Так вот, если ваша заработная плата не будет достигать уровня МРОТ, то есть 13 890 рублей, то работодатель обязан будет довести ее до этого уровня, и, соответственно, повышение зарплаты произойдет. А если, например, вам начисляют заработную плату в размере 14 тысяч рублей в месяц, то из-за повышения МРОТ ваша зарплата не увеличится, так как она и так превышает его. Правда ли, что налоговый вычет с приобретенной квартиры могут получить оба супруга? Да, это правда, если ваша квартира была куплена, когда вы состояли в официальном браке. Такое имущество является совместно нажитым имуществом, и оба супруга могут получить налоговый вычет. Каждый из супругов имеет право вернуть 13% от уплаченной за квартиру суммы, но не более 260 тысяч на каждого. Декабрь – самое лучшее время для подведения итогов года. Сделано немало, а предстоит еще больше. Давайте вспомним наиболее значимые события для членов профсоюза образования и науки Чеченской Республики за прошедший год. Самый актуальный вопрос для учителей на сегодняшний день – это, конечно же, несоответствие заработной платы учителей статусу этой профессии. В уходящем году профсоюзом проделана огромная работа по повышению заработной платы учителей. Именно это и является нашей главной задачей, подчеркивает Даутхан Хизирович Герзелиев, председатель профсоюза образования нашего региона. Ну, видите, все зависит от центра нашего федерального, так как Министерство экономики привязало заработную плату бюджетника к показателям экономических территорий, субъектов. Видите, у нас нет портов, как в Санкт-Петербурге, у нас нет того налогообложения, как в Москве и в Московской области. У нас нет здесь нефтеперерабатывающих заводов, градообразующих каких-то сегментов. Поэтому наша заработная плата составляет, в среднем она выстроена, 25 622 рубля. И этот показатель, он выстраивается, и по этому показателю мы получаем заработную плату. Хотя ставка учителя ниже, чем действующий МРОТ сегодня. Она составляет на 12 420 рублей, МРОТ на сегодня 12 792 рубля. И, кстати, МРОТ с Нового года у нас будет повышен уже официально 13 890 рублей. Не все зависит от региональных властей, также и от профсоюза. Это более сложные и масштабные вопросы, которые возможно решить только на федеральном уровне. Этот год, как и прошлый, стал для всех нас годом борьбы с коронавирусной инфекцией. Он обнажил очень серьезные проблемы в организации труда и отдыха работников системы образования, которые не могли не повлечь за собой ухудшение их психофизического состояния. Именно поэтому 2021 год в профсоюзе был посвящен охране и укреплению здоровья педагогов.
Мы планировали вот под эгиду этого года, объявлен Центральным Советом, это год, значит, здоровых берегающих технологий, здоровья. Очень хорошо подготовились, провели поход и ежегодно будем развивать туристические походы, уже отработали новые маршруты. Очень понравилось, мы переживали, что девочек не будет, очень много было девочек, мальчиков, всем понравился поход. У нас столько красивых, хороших мест, которые мы сами, к сожалению, не посещаем, жизнь так и проходит. Этот проект будем развивать и дальше до Амула. В этом году первичные организации отчитались перед своим коллективом о проделанной работе, а после перед профсоюзом. В отчетах был сделан анализ работы профсоюзных комитетов по различным направлениям деятельности за отчетный период, за который проведена серьезная работа в плане повышения условий социального благополучия коллектива, создания условий для эффективного учебного процесса. Ведь все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда. Профсоюзный комитет и директор школы составляют соглашение по охране труда. Профсоюзному комитету есть над чем работать. Главными направлениями в этой работе должны остаться защита прав и интересов членов профсоюза, соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего труда и работы правкома в целом. Есть устав, значит говоря, Общероссийского профсоюза, есть положение Чеченской республиканской организации, районных советов и положение первичных профсоюзных организаций. Там четко сказано пунктом 8.2.2, что первичная организация, профсоюзный комитет не реже одного раза в год созывает профсоюзное собрание по определенным тематикам. Значит. Что сделал профсоюз за этот год? Сколько раз он собрался, значит, сколько раз профсоюзный комитет собрался по выдаче займа, по материальной помощи, сколько обратились по правозащитной работе, сколько выдано по обращениям непосредственно расчетных листов и так далее. Значит, какая информационная работа проведена, сколько заседаний профсоюзных кружков. А у нас по итогам проверки, целый год орготдел работал, выявилось, что у нас, к сожалению, ряд организаций на бумаге проводят собрания, педагоги не знают, что такое профсоюз, не знают, куда они платят, зачем платят, возмущаются, значит, и вот эту обстановку мы кардинально хотим менять. И в этом году, в следующем году ряд уже проектов, план работы внесен на первое полугодие. К традиции проводить встречи с яркими представителями разных сфер деятельности. С профактивистами профсоюз образования относится очень трепетно. За этот год, несмотря на некоторые ограничения, им удалось организовать встречи с интересными гостями. Интересным и содержательным было выступление Мовлы Камиловича Осмаева с известным журналистом, видным общественным деятелем, который обратился к профсоюзным активистам наравне с русским языком беречь, умножать и развивать свой родной язык. В священный месяц Рамадан пригласили в гости богослова. В апреле в Доме профсоюза прошла встреча сотрудников аппарата и штатных работников Риссовета с богословом, заместителем министра образования и науки Чеченской Республики по духовно-нравственному воспитанию Асвадом Харихановым. Он отметил, что проводить в священный месяц Рамадан подобные встречи – это богоугодное деяние. Помимо этого, в Доме профсоюза прошла информационно-деловая встреча профсоюзного актива образовательных организаций города Грозного с заместителем мэра, начальником департамента образования мэрии города Грозного Зелимханом Ахматовым. В ходе встречи Зелимхан Мавлаевич ответил на вопросы, заданные профсоюзными активистами, которые в основном касались доплат учителям за стаж работы, руководства методическим объединением, наставничеством. Такие беседы в непринужденной обстановке приносят отличные результаты. Участники, помимо того, что узнают много нового для себя, еще и заряжаются энергией от оратора, привносят что-то новое в свою работу, ну и просто получают позитивный настрой, которым делятся впоследствии со своими коллегами. Одним из основных направлений правозащитной деятельности профсоюза нашей республики является осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями социально-трудовых прав работников образования региона. Реализуется указанное направление в том числе путем проведения проверок. Организационные вопросы по проверке возложены на отдел профсоюзного обучения и мониторинга Риссовета. Традиционной и наиболее эффективной формой профсоюзного контроля за соблюдением работодателями законодательных и иных нормативных правовых
нормативных актов по охране труда остается проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах. Эту задачу в профсоюзе выполняют уполномоченные по охране труда, технические инспекторы труда профсоюза. Они осуществляют контроль за условиями труда непосредственно на рабочих местах, выявляют нарушения и добиваются их устранения. Профсоюз и дальше намерен проводить подобные проверки в городах и селах нашего региона, пока не убедятся в том, что учителя трудятся, а дети учатся в безопасных условиях. Начали год мы, в феврале у нас тематическая проверка была тепловой режим в ученических кабинетах. На начало учебного года провели на готовность спортзалов, спортплощадок к учебному процессу, так как там тоже травмоопасные участки достаточно. Более 1000 предложений в адрес руководителя были поданы. В основном все они, там таких крупных нарушений не было, все они реализованы. Ну, еще раз повторюсь, конечно, более у нас значимый такой результат, эффект был от тематической проверки по труду и заработной плате. На базе курорта Серноводск-Кавказский провела работу Республиканская школа молодого педагога профсоюз «Новый уровень». Программа была насыщенная, для молодежи были организованы командообразующие занятия. Также молодые педагоги активно включились в работу по решению профсоюзных кейсов. Новичкам рассказали о новейших информационных технологиях в образовании, об использовании различных образовательных мобильных приложений и сайтов на уроки. Перед молодыми педагогами был раскрыт имидж учителя, соответствующего современным требованиям и мировым трендам. Завершая работу Республиканская школа молодого педагога, организаторы совместно с участниками подвели итоги и наметили дальнейший курс о развитии молодежной политики в сфере образования Чеченской Республики. 2021 год был непростым. Мы все знаем, что и пандемия нас уже несколько лет нас охватила этой болезнью, много людей. Но однако мы не в 2020 году, когда мы сидели на карантинных мерах, и в 2021 году никак не снижали темпы своей работы, потому что также оказывалась методическая помощь, также проходили обучающие семинары, материальная помощь, оздоровление в силу того, насколько это возможно, разрешала ситуация. И в 2021 году тоже не было исключением. Наоборот, мне кажется, с двойными усилиями приложили все усилия к тому, чтобы развивать вопросы защиты прав членов профсоюза, их материального поощрения, материального стимулирования. Правда, у нас не удалось много массовых мероприятий провести, которые мы запланировали. Мы в этом году запланировали на базе Серноводск-Кавказский провести семинар 3-дневный для впервые избранных председателей первичных организаций. Так как были ограничения некие, мы провели в онлайн-формате в 2 этапа, подключались, а у нас свыше сотни человек, около 200 человек были впервые избраны. Ну и в процессе этих годов то менялись кадры, их тоже нужно было обучать. Поэтому таких встреч у нас, массовых встреч, нам не удалось. Но мы не прекращали это все делать в онлайн-формате. Я думаю, что год прошел не менее активным, нежели прежние года, в которые мы работали. Мне кажется, наиболее он был даже насыщенным. Независимо от того, что у нас и были ограничительные меры, мы использовали все наши заложенные статьи, все направления профсоюзной деятельности и в плане оздоровления, и в плане стимулирования, и награждения, и в плане того, что обучение. Это немногое, что мы успели вам рассказать о работе профсоюза образования Чеченской Республики. За кадром осталось много познавательного и интересного. Предстоящий праздник Новый год всегда дарит нам, детям и взрослым радость, веселье, надежду на то, что все загаданное обязательно исполнится. Во всех учебных заведениях проходят праздничные мероприятия, и педагоги, и ученики получают долгожданные и заслуженные каникулы. Даутхан Хизирович не упустил шанс поздравить своих подопечных с наступающим праздником. В первую очередь хотел пожелать нам всем здоровья. Конечно, пожелать, чтобы это ненастье нас всех обошло стороной. Мы знаем, какое несчастье принесло, какие потери, от нас ушли очень много таких деятельных, известных людей, родственников. Поэтому хотелось бы побольше здоровья. Еще раз здоровья. В следующем году хотелось бы, конечно, более эффективно вести профсоюзную работу, уйти от формальности, быть более мотивированным, быть альтруистами. И в единстве наша сила все-таки это непростой девиз. Вместе все на 3 уровнях
первичка, районное, республиканское звено, вот вместе мы взаимодействовать могли бы добиться в следующем году результатов по заработной плате, по охране труда и по остальным интересующим нашим социально-экономическим вопросам, чтобы реально мы могли представлять конкретно трудовые интересы и чаяния наших членов профсоюзов.